Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В городе Мирном мужчину осудили к 10 годам лишения свободы за вымогательство, совершенное организованной группой. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Он обвиняется в совершении 3 эпизодов вымогательства. В суде установлено, что подсудимый, освободившись из мест лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, создал организованную группу, в состав которой вошли 2 доверенных лиц. Далее, с мая по ноябрь 2018 года участники этой группы вымогали деньги у 3 жителей города Удачного, при этом угрожали расправой в отношении их близких. Вину он не признал, между тем государственным обвинителям суду представлены убедительные доказательства его виновности. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима. В отношении его соучастников уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением ими досудебного соглашения о сотрудничестве. Полицейские в Якутске раскрыли кражу унтов из больницы. Подозреваемым оказался безработный, ранее уже судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью 56-летний уроженец Усть-Алданского района. Выяснилось, что мужчина находился на лечении. В день выписки ему дали ключи от комнаты, где находилась верхняя одежда всех пациентов. Забрав свои вещи, он заодно прихватил и женские унты. Со слов самого подозреваемого, он украл их, чтобы подарить жене, поскольку ее собственные сапоги пришли в негодность. В его отношении возбудили уголовное дело. За кражу мужчине грозит срок до 2 лет. В республиканской больнице номер 2 начали служебное расследование. Причиной стали сообщения о мужчине, который впал в кому по ошибке врачей. В социальных сетях распространилось сообщение о том, что мужчина впал в кому 3-й степени после операции на позвоночнике. В сообщении говорилось, что мужчине в июле прошлого года провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи и установлению 2 металлических стержней вдоль позвоночника. Позже выяснилось, что врач-нейрохирург забыл установить подушку, шедшую вместе с металлоконструкцией. В январе уже этого года мужчина поступил в нейрохирургическое отделение РБ-2. В феврале врачи снова провели операцию, однако после нее мужчина попал в кому 3-й степени. По сообщению Министерства здравоохранения, по данному сообщению в республиканской больнице номер 2 начато служебное расследование. В Удмуртии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения лестничного марша. В городе Ижевске в строящемся жилом комплексе обрушился лестничный марш с 5-го по 1-й этаж. В результате обрушения строительными конструкциями придавило 2 рабочих. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты Следственного управления. По предварительным данным, на объекте возводится 17-этажное жилое здание. Сотрудниками МЧС при разборе завалов обнаружено 2 рабочих, один из которых скончался от полученных ран на месте происшествия. Второй доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Назначены судебно-медицинские экспертизы и изъята необходимая документация. В Германии автомобилист въехал в группу участников карнавала в городе Фолькмарзен. По данным полиции, пострадали около 30 человек. Подробности в следующем материале рассказывает Дмитрий Турлюн. Автомобиль въехал в участников традиционного карнавала в городе Фолькмарзен в Западной Германии. Сообщается о 30 пострадавших, среди них есть серьезно раненые. По словам очевидцев, которых цитируют местные СМИ, автомобиль проехал около 30 метров после того, как прорвал заграждение, прежде чем остановиться. Немецкое издание Bild, ссылаясь на полицейских города, пишет, что водитель действовал намеренно, однако его мотивы остаются неизвестными. Власти региона приняли решение отменить все карнавалы в земле Гессен, однако, согласно утверждениям полиции, нет свидетельств того, что подобное может произойти еще где-то в Германии. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.